Отправляясь на отдых, мы надеемся, что все будет хорошо. Но надо быть готовым ко всему. Поэтому в первую очередь надо собрать аптечку для ребенка. Ольга Васильевна, как мы будем ее собирать? А, вы едете куда-то далеко отдыхать? Мы собрались первый раз с малышом в другую страну. Для нас остро стал вопрос, что же положить в аптечку. Я еще не могу доверять полностью препаратам в другой стране. По крайней мере, просто есть языковой барьер. Сколько нашей малышки? 10 месяцев. Мы едем в жаркую страну? Да. И летом? И летом. И что в первую очередь нужно взять? Кепку от солнца. Правильно, абсолютно. Ну вот, мама троих детей знает. А еще что? Защитные крема, я думаю. Солнцезащитные крема, защита от ультрафиолетовых лучей. Да. И чтобы дозировать солнечную нагрузку, чтобы не было тепловых и солнечных ударов. А какие еще, например, проблемы, как вы представляете себе, могут быть с ребенком? Она только начинает ходить, и я понимаю, что возможны всевозможные травмы. Обезопасить я ее не смогу, но, по крайней мере, оказать первую помощь после травмы. Умница, все правильно. Очень хотелось И что бы. бы вы из этих препаратов выбрали? Но я думаю, что в первую очередь я бы взяла с собой зеленку. Зеленку. Ну, Да. вот такую зеленку? Вот Да. такую зеленку? А вы Такую знаете, что зеленку. есть еще фломастеры? Нет. Вот такие называются лейкеры. Ну, такую достаточно трудно транспортировать, она может пролиться, разбиться. А вот лейкеры с зеленочкой, это с удовольствием. Очень удобно. Я такие беру. Есть и с йодом то же Йод, да. самое, это уже на выбор. А скажите, пожалуйста, ссадина, она будет кровить? Возможно. И тогда что у нас кровоостанавливающее? Какое средство у нас есть? Перекись, я подсказываю. Подсказывает. Перекись Перекись водорода. водорода, да-да-да, я на неё Перекись смотрю. водорода. Но вот еще что у нас есть совершенно замечательно, об этом мама очень мало знает, это гемостатическая губка, продается в аптеках на прочищенную раночку. Сначала обрабатываем перекись водорода, да, она пузырится у нас, а прикладываем потом гемостатическую губку, а потом обработали зеленочкой. А если ушибся ребенок, как вы думаете, вот она упала, ударилась, и у нее вот начинается синяк на коленочке, на лобике. Да, что-то, Не криминал. Что-то от синяков, наверное, должно быть. От ушибов. синяков? Ну, первое средство это какое? Мы дома пользуемся маслом из морозилки. Я вам честно скажу. Масло басмачи. Да. Ну, правильно. Лучше всего маленькую грелку для льда. Но это не значит, что вот эту грелку вы прям на нашу нежную ножку положили, и долго-долго там обморожение потом будет. Через пеленочку. Так, грелочку возьмем. Возьмем? Возьмем. Что еще? А с учетом того, что мой ребенок очень плохо спит ночами и очень беспокойно, я бы с собой взяла валерьянку. Ой, какая у нас умная мама. Тем более, что будет смена климата, будет смена обстановки. Дети достаточно часто перевозбуждаются. И я тоже очень рекомендую. Если настойка валерьяны, то она обычно это спиртовая. Лучше да. взять отварчик или травку. И такой маленькой девочке, ну, чайная ложечка на стакан кипятка заварить, процедить. И по чайной ложечке это лучше всего. Что еще нам нужно с вами? Как вы думаете? Температура Конечно бывает. же, да. Я об этом подумала, что обязательно Температура. жаропонижающее Так. что-то. Вы возьмете ребенку аспирин? Наверное, Аспирин. да. Честно говоря, ни разу не пользовалась. Категорически, вот очень хорошо, что вы так говорите, категорически аспирин детям до 12 лет применять нельзя. Для чего бы я положила вам сюда вот такую маленькую клизму? Потому что основным средством от температуры это клизма. Прохладной водой для таких детей где-то 30-60 мл, детям годовалым 100-120 мл. Холодный, комнатной температуры воды. Клизма снижает температуру на целый градус. Препараты, снижающие температуру, у маленьких детей это только препараты либо парацетамола, либо ибупрофена. Берем и свечки, и сироп Да, от и температуры. сироп, и свечки. Только сначала мы посмотрим срок годности, посмотрим, применяются ли эти свечи у детей такого возраста и применяется ли такой сироп у детей такого возраста. И еще как она хранится. Если хранится в холодильнике, то при какой температуре, да? Что еще? еще? Градусник, мне кажется. Правильно, совершенно правильно. Что еще? Давайте еще Может подумаем. быть, для носа что-то. Капли в нос, пожалуйста. Но только, опять же, посмотрим. Эти капли применяются у детей подобного возраста. Посмотрим срок годности. А что еще очень часто на отдыхе, когда мама допускает нарушения в диете ребенка, в санитарных нормах, что бывает? Да, возможно, что будет болеть животик у ребенка. Будут болеть животики. И вот есть такие порошочки, которые продаются в аптеках. Они специально созданы для того, чтобы восстанавливать водно-солевой баланс у ребенка с диспепсией, с расстройствами кишечника. Пожалуйста, можем взять. Мы будем брать с вами антибиотики? Но я думаю, что для детей такого раннего возраста антибиотики не очень хорошо. Я думаю, что правильно, вы абсолютно правильно думаете. То, что в любом случае, если даже у вас антибиотики будут в вашей аптечке, то это решает только врач, назначать ли ребенку
препараты антибактериального РАДа или не назначать. Когда вы выезжаете на отдых, прежде всего вы узнаете телефон неотложки этого района, скорой помощи, ближайший пункт, там, где круглосуточно оказывается медицинская помощь. Спасибо.